Республиканский госпиталь ветеранов начал прием плановых пациентов. Напомним, с июля по сентябрь, а также в октябре-ноябре учреждение работало как ковидный стационар. О том, как готовили госпиталь к приему ветеранов, а также сколько защитников Отечества заехали на лечение в первый день, Евгения Кладкевич. Юрий Пономарев в госпиталь заезжает почти сразу после выписки из инфекционной больницы. Ветерану Великой Отечественной войны поставлен язвенный колит. 26 октября он перенес операцию, после чего до конца ноября пролежал в стационаре. Так вышло, что на госпитализацию выпал день рождения защитника Родины. В больничных стенах Юрий Леонидович отметил 94-летие. Там условий никаких не было. А тут условия хорошие. Я тут каждый год бывает так. И персонал, говорят, хороший здесь, Персонал хороший. Впереди осмотры у врачей, постановка диагноза и составление перечня процедур. Все они в первую очередь будут направлены на лечение органов желудочно-кишечного тракта. Пока же Юрий Леонидович располагается в палате. Время близится к обеду. Медсестра уже разносит по госпиталю горячий суп. Одна из порций для Лидии Семтомовой. Во время войны она была ребенком. Сейчас ей 88. В госпиталь на лечение приезжает из родного Ясного уже третий раз. Под старости-то и плохо слышу. Надо уши почистить. Я по больницам не могу ходить. Уши надо чистить, глаза, не катаракта, а глаукома, оба глаза. Из-за пандемии учреждение несколько месяцев работало как ковидный стационар. Сначала больные лечились здесь с 1 июля по 22 сентября. Из-за роста заболеваемости госпиталь продолжил ковидный режим еще и в октябре-ноябре. Здесь развернули 140 коек, и все они, по словам медперсонала, были заняты. Госпиталь принимал на лечение больных с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Для выздоровления было все необходимое, в том числе и кислород. Последний больной ковидом из учреждения был выписан 9 декабря, и уже со следующего дня здесь начали активно готовиться к приему плановых пациентов. Мы находимся на этаже терапевтического отделения в одной из палат, куда совсем скоро прибудет очередной пациент госпиталя. Буквально вчера в здании закончилась масштабная дезинфекция после ковидных больных. Все помещения, включая палаты, обработали специальным дезинфицирующим раствором. И, если честно, даже сквозь маску до сих пор чувствуется запах хлорки. До сих пор, к слову, открыты окна, чтобы везде был свежий воздух. В палате, как можете наблюдать, очень чисто, кровати, вся мебель готова к приему пациента. Как только он прибудет, рядом с кроватью поставят тумбочку и начнется долгожданное лечение. Мебель, посуда, постельное белье и прочие личные принадлежности больных ковидом также были отправлены на тотальную обработку. Окна, лестницы и коридоры промыты несколько раз хлорным раствором. Стены настолько им пропитаны, что на них облезла еще совсем свежая краска. А вот деревянные шлюзы, которые использовались в ковид-стационаре для переодевания медиков, убирать не стали. Вероятность того, что в госпитале вновь развернут ковидный стационар, не исключается. А значит, конструкции могут еще послужить. К слову, сейчас лечение тут можно получить только при наличии отрицательного теста на ковид. У нас, конечно, такие требования, чтобы попасть к нам на плановую госпитализацию, естественно, нужно получить данные, значит, анализы сдать, инструментальные методы исследования. И, конечно, мы мазок на ПЦР просим. Вот с этим проблема. Вы знаете, сейчас, если все работают на ковид, это сложно. Но мы вот как бы выходим из этого. Мы можем даже брать здесь и, как бы, если нужно госпитализировать из районов, нет возможности ПЦР-тесты сдать на месте, то мы здесь берем экспресс-методом. В учреждении действует консультативно-диагностическое отделение, 2 круглосуточных стационара и 1 дневной. Все они работают в плановом режиме и готовы к увеличению пациентопотока. Летом на средства фонда «Память поколений» в госпиталь были закуплены аппарат для проведения ультразвуковой денситометрии и аппарат УЗИ. С помощью первого у пациентов безопасно проверяют структуру и плотность костной ткани, что позволяет детально проанализировать эндокринную систему. Можно без рентгеновских облучения проводить исследования, диагностику на остеопороз, посмотреть риск переломов. Новый аппарат УЗИ также ультразвуковой. Из-за ковидного режима оба устройства толком не использовались. Но сейчас и тот, и другой аппараты будут работать ежедневно. Спрос на лечение в госпитале, как всегда, большой. Но места пока имеются. Сегодня на лечение заехали 17 человек. И ожидается, что в ближайшие дни компания им составит еще несколько десятков пациентов. Евгения Кладкевич, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.